Здравствуйте! Вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Вопросы профилактики инфекций, передающихся половым путем, актуален в любое время года. Это не сезонное заболевание, которое можно избежать, занимаясь спортом и избегая сквозняков. Что должен знать современный человек о заболеваниях, которые передаются половым путем, а также о том, как не стать еще одним участником статистики заразившихся? Мы поговорим сегодня с нашей гостьей Галиной Сизых, врачом-акушер-гинекологом Государственного бюджетного учреждения Якутского республиканского центра по борьбе профилактики со СПИД и инфекционными заболеваниями. Здравствуйте, Галина Анатольевна. Здравствуйте. Давайте немножко о задачах, которые стоят перед вашей службой и, в частности, акушер-гинекологом, который работает в таком специализированном учреждении, как СПИД-центр. В нашем центре, СПИД-центре и инфекционных заболеваний, акушер-гинеколог ведет прием, проводит дотестовое консультирование и послетестовое консультирование по ВИЧ-инфекции и инфекционным заболеваниям. К нам больные подходят за консультацией для проведения профилактических работ. И помимо этого мы ведем обычный амбулаторный прием женщин с гинекологическими заболеваниями, конкретно инфекциями, передающимися половым путем. А как часто надо обращаться к гинекологу? К гинекологу нужно обращаться ежегодно. То есть первичный прием гинеколога начинается в возрасте от 11 до 13 лет. Посещение один раз в год обязательно. То есть при первом посещении с девочкой общаются, проводят беседу о состоянии общего здоровья, проводят осмотр, рассказывают про менструальный цикл и про методы контрацепции. Далее уже по возрасту женщина обращается ежегодно и по каким-либо медицинским показаниям. В возрасте от 21 до 29 лет гинекологический осмотр проводится ежегодно. И здесь помимо самого осмотра берут обязательно мазки на онкоцитологию, это ПАП-тест. При показаниям проводят мазки на ВПЧ, это вирус папилломы человека. И если все хорошо, если все по результатам анализов нормально, то одного обращения в год будет достаточно. В возрасте старше 30 лет до 65 лет ежегодные обращения. У нас сейчас есть диспансеризация, поэтому мы женщин мимо не пропускаем. Здесь уже помимо осмотра будут дополнительные анализы. Обязательно, опять же, онкоцитология, это ПАП-тест, анализы на ВПЧ, и дополнительные исследования, как УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез. После 40 лет добавляется у нас маммография. Все это проводится. И это, опять же, при том, если женщина здорова. Если нет никаких дополнительных заболеваний. И если у женщины есть какие-либо заболевания гинекологические, то осмотр может проводиться чаще, чем один раз в год. Женщины в постменопаузе после 65 лет также проходят ежегодный осмотр. А вот вы сказали, с 11 лет нужен осмотр. Но многие девочки психологически еще не готовы посетить гинеколога. Какой бы вы совет дали, наверное, мамам? Обычно как происходит? Ко мне обращаются чаще в начале мамы. И как раз проводятся беседы, что вот мы хотим показать свою девочку. И когда уже приводят девочку, мы начинаем с вопросов не касаемо здоровья, а спросить, как зовут, где учится. И такие вопросы отвлекающего характера обычно предрасполагают к хорошему осмотру. То есть это не так уж и страшно, как кажется. Осмотры проходят у нас весьма благополучно. То есть на моей практике не было случая, чтобы девочкам было страшно приходить на осмотр. Все объясняется. Объясняется даже то, что вот есть такое кресло, что такие кресла обязательны. Обязательны. И сам осмотр проходит весьма нормально. С 11 до 18 лет осмотр затрагивает только наружную часть, я так понимаю. Да, если девочка не живет половой жизнью, то это наружный осмотр, потому что мы смотрим не только, мы смотрим на характер аномалии, И если есть необходимость, и если обратились по поводу заболевания, к сожалению, тоже бывает в подростковом возрасте,
то у нас привлекаются дополнительные меры. Это такие, как УЗИ органов малого таза и дополнительная лабораторная диагностика. Я почему спрашиваю? Ну, чтобы снять все-таки, да, ну, у коллег наших, у мам, да, или у пап какой-то стресс по поводу того, что их Да, девочка потому что пойдет на всегда осмотр. кажется, что осмотр гинеколога даже для женщин почему-то кажется стрессовым состоянием. Хотя бояться гинеколога абсолютно не нужно. Также нужно ходить постоянно, регулярно, посещать. Вот теперь тема интимных отношений. Насколько они важны для здоровья женщин? Интимные отношения имеют несколько ключевых факторов. Это сексуальное здоровье прежде всего, да, потому что при близких интимных отношениях у нас вырабатывается уровень, повышается уровень определенных гормонов, таких как и окситоцин, и серотонин. И интимные отношения, если это постоянный партнер, то они сближают человека, да, в психоэмоциональном факторе. А в состоянии, плане физического здоровья это тоже также необходимо. Вот. Отсутствие либидо — это норма или повод пойти к врачу? Отсутствие либидо — это может быть нормой. В каких случаях может быть нормой? Это в разные периоды жизни женщины. В такие как, допустим, если женщина находится в перименопаузе, менопаузе или во время беременности, во время менструальных дней. В эти периоды снижение либидо отмечается. Патологией является в тех случаях, когда у женщины есть какие-то хронические заболевания. Это экстрагенитальная патология, такие как сахарный диабет или прием каких-либо препаратов и антидепрессантов, например. В таких случаях снижается либидо. Это будет патологическим состоянием. Но в любом случае, если есть снижение либидо или вообще отсутствие его, в таких случаях нужно обращаться к специалисту, к врачу-гинекологу или к врачу-сексологу. А какие гинекологические заболевания чаще всего распространены у женщин? Очень много заболеваний на самом деле, но чаще всего это воспалительные заболевания органов малого таза. Воспалительные заболевания органов малого таза, они чаще передаются инфекциями, передающимися половым путем. Оно занимает первое место среди заболеваний гинекологических. На втором месте это доброкачественное образование, это миома матки. Миома матки — это образование, при котором опухоль сама разрастается из мышечной ткани. Оно не переходит в злокачественное образование, но ухудшает качество жизни женщины. Это могут быть постоянные боли внизу живота, это нарушение менструального цикла, то есть менструации могут быть обильными и иногда приводят к анемизации женщины. В таких случаях, конечно, нужно сразу обращаться к врачу. Помимо этого есть заболевание, как поликистоз. К сожалению, сейчас очень часто начало встречаться это заболевание. Это тоже нарушение, когда появляются кисты в яичниках. Здесь происходит нарушение гормонального баланса. Вот. Значит, помимо этого у нас есть еще заболевания, как шейки матки, это цервициты, которые вызываются инфекциями, передающимися половым путем, и чаще вирусом папилломы человека. Это основные. Вот как раз про вирус папилломы человека, который сейчас везде у всех на устах. Что это такое? К чему может привести? ВПЧ — это вирус папилломы человека, который чаще передаются половым путем. В мире вообще существует 200 видов вируса папилломы человека. Есть высокоонкогенные, есть низкоонкогенные и есть, которые не вызывают онкологию. Самыми важными в нашей практике гинекологической это являются как ВПЧ 16 типа и 18 типа, которые могут вызвать рак шейки матки. Помимо ВПЧ 16 и 18 типа есть еще и другие, которые могут вызвать рак шейки матки или нарушение, изменения со стороны шейки матки. ВПЧ, да, он может встречаться у всех, и это зависит от периода жизни. В какой-то степени
в течение всей жизни человек может заразиться вирусом папилломы человека. Не обязательно это должен быть высокоонкогенный тип, это может быть низкоонкогенный, это низкоонкогенные типы. Да? Ну и здесь человек при хорошем иммунитете может быть просто носителем данной инфекции. А если вот так обратил внимание, там, не знаю, папилломка где-то Да. выросла. Вот. Это как раз вызывается папилломка или кандилома. Это вызывается вирусом типа 6 и 11 типом. Это низкоонкогенный, он не относится, но в таких случаях обращаемся мы к дерматологу. И если бородавки появляются в аногенитальной области, в таких случаях мы обращаемся к гинекологу. У мужчин, допустим, обращение идет к дерматовенерологу. Вот. Оно подлежит лечению, то есть иногда бывает, что можно их прижечь, убрать и все, но потом тоже в течение периода сдавать в определенное время на ВПЧ. А в каком случае вот есть риск и необходимо уже проводить иного рода профилактику? Риск заражения ВПЧ может быть у активно-сексуальных женщин, которые имеют не одного, а несколько половых партнеров. В таких случаях нужно обязательно проводить, вообще при обращении женщины должны быть крайне откровенны с гинекологом, чтобы определить и уже направлять на соответствующие анализы. Это прежде всего скрининг, ВПЧ-скрининг, да, на 22 типа вирусов, где можно определить, есть этот вирус или нет. Помимо этого сдача на другие анализы. Вот. И если, допустим, у женщины один половой партнер, конечно, риска заразиться будет меньше, потому что все-таки основной путь передачи ВПЧ — это половой путь передачи. Контактно-бытовой путь присутствует? Нет, мы скажем так, нет, потому что теоретически нет. Но где-то нет, теоретически нет. А вот что касается других заболеваний, передающихся половым путем, вот что можно смело отнести к этим заболеваниям? Инфекции, передающиеся половым путем, их много, но основные — это хламидиоз, который вызывается бактерией хламидия трахоматис, которая чаще протекает бессимптомно, вот, но при этом может вызвать выделение, может вызывать боли при мочеиспускании, и при своем бессимптомном течении они начинают по восходящей инфекции вызывать боли в органах малого таза. На втором месте это трихомониаз, который вызывается трихомонас вагиналис. При нем зачастую появляются такие симптомы, как выделение, тоже боли при мочеиспускании, но они как бы проявляются быстрее, чем хламидия. Если хламидия имеет привычку протекать бессимптомно, то здесь мы можем увидеть картину, да, и при обращении, и больные могут замечать уже саму картину, то есть симптомы проявляются. На третьем месте это сифилис. К сожалению, сифилис остается таким же заболеванием, передающимся половым путем. Он у нас постоянно встречается, вызывается трипанемой паллидум, и он тоже вначале протекает бессимптомно, чаще бессимптомно, и человек может не заметить. А потом уже появляются язвочки, появляется сыпь, и уже в худших ситуациях появляются другие симптомы. Здесь уже дополнительно могут присоединяться заболевания вегетососудистой системы, то есть могут быть, нарушаются помимо основного другие органы. Вот. Значит, здесь важна своевременная диагностика. Потом, опять же, мы вернемся к ВПЧ, потому что это, опять же, инфекция, передающаяся половым путем, про которую я уже вам сказала, и ВИЧ, то есть вирус иммунодефицита человека. Ну и не будем забывать про такие, как гонорея, которая тоже часто встречается у молодежи, то есть у тех, кто ведет активную половую жизнь. Еще бы добавить беспорядочную половую жизнь. К сожалению, есть. Вот как раз вот вы затронули перечень заболеваний, таких, которые на слуху. А можно ли заразиться ими в бассейне? В бассейне, в общественных местах, касаемо бассейна, туалета, бани, бытует мнение, что можно заразиться, и это, скажем таки, миф.
потому что заразиться невозможно. В общественных местах проводится все-таки дезинфицирующая обработка, и чаще при дезинфекции бактерии погибают. Очень редко может быть, что, допустим, та же трихомонадная инфекция вне клетки, да, может в какой-то мере присутствовать при определенных условиях, при влажной среде, да, но это очень-очень минимальный риск. Поэтому говорить, что мы можем заразиться, находясь в бассейне, в бане или еще где-то в общественных местах, нет, мы не заразимся. Это все-таки половой путь передачи. А вот есть заболевания, есть носительство. При том же самом бактериальном вагинозе могут часть инфекций находить как норму. Вот где норма, а где патология? Да, здесь вообще можно поставить очень тонкую грань. Здесь нужно грамотно подходить к этому анализу. Есть очень хорошие анализы, как фимофлор-скрин, где можно определить биоциноз влагалища. Здесь важно учитывать возраст женщины, важно, опять же, учитывать период, когда брали анализы, и период фертильности, потому что это важно. Значит, как заболевание, бак-вагиноз, он может протекать, когда превалирует гоноррелла, да? То есть это будут аэробные вагинозы, которые подлечат лечению. В возрасте, когда женщина уходит в перименопаузу, в возрасте после 40 лет, лактобактерии, они снижаются в количестве. Почему? Потому что у нас истончается сама слизистая и не происходит выработки гликогена. В таких случаях у нас лактобацилл становится меньше. Вот тогда нужно подходить немножко, то есть в таких случаях мы тоже ставим бактериальный вагиноз, и лечение может быть обязательно с применением антибактериальных препаратов, с применением препаратов, которые которые повышают содержание молочной кислоты. Ну тогда вот гарденерелла — это какой организм? Патогенный или условно патогенный? Это аэробная инфекция. Вот как она передается? Можно контактом? Да, она может передаваться половым путем, к сожалению. И в том числе, но в то же самое время это и нормальная флора тоже может быть. То есть грань есть, потому что в таких случаях все-таки нужно лечить обоих половых партнеров. Если, допустим, будут превалировать гонорреллы, да, и их норма будет больше, то в таких случаях нужно половому партнеру тоже назначать противовоспалительные препараты. Просто я из своей памяти помню, как ко мне всегда обращались молодые люди, как специалисты. Вот они пытались понять, да, почему у девушки, например, показал, да, у молодого человека нет, или наоборот, например, да, и сразу там скандалы, интриги, хотя вроде бы все хорошо. Да, здесь нужно грамотно подойти, и здесь еще важно значит, соблюдение. Помимо лечения мы всегда рассказываем, какая профилактика должна быть бак-вагиноза, да? То есть это всегда соблюдение личной и половой гигиены. Это в первую очередь. Даже неправильное питание, да? То есть может сказаться. То есть прием острых продуктов может вызывать такие инфекции. Ношение определенно тесного белья синтетического тоже может спровоцировать. И в плане профилактики мы всегда даем рекомендации, что нужно делать. Все это излечимо. Это излечимо. Ну и к тому же все равно надо понимать, что анализы не показывают, когда придет повышение концентрации того или иного микроорганизма. В принципе, если он в норме может находиться в минимальных концентрациях в организме человека, анализ покажет отрицательно. При изменении он будет, биоциноза, он тогда начнет увеличиваться, и уже анализы начнут показывать. То есть вот для широких масс населения... Да, это важно понимать, что это еще зависит от иммунитета человека. Если у человека иммунитет будет снижен, конечно, он будет подвергаться тому, что любая инфекция может спровоцировать заболевание. Вот. При хорошем иммунитете человек может жить спокойно. Я просто к тому, что зрители, если вдруг увидели анализы еще и разные, не надо разборки чинить, надо еще здесь разобраться со специалистом, потому что иногда и бывают такие ситуации. Всегда важно, да, потому что не должно быть понятия такого, что посмотри мой анализ, подружка, у тебя тоже было. Всегда во всех случаях непонятных, и вообще всегда нужно обращаться к специалисту, чтобы получить конкретный ответ. Да, не подозревать друг друга в изменах. Да. Какие способы контрацепции существуют на сегодняшний день?
Методов очень много. Да? Ну, самое распространенное и самое эффективное — это стерилизация. Есть мужская стерилизация и женская стерилизация. Но если мы проводим выбираем этот метод, то мы должны понимать, что это уже навсегда, потому что восстановить будет очень трудно, ну, почти невозможно. Но это 99% случаев надежный способ. Так же, как и внутриматочная спираль. Она защищает на 99%. Потом идет прием оральных контрацептивов. Они защищают нас на 98%. Ну и, конечно, самый такой распространенный — это презервативы. Это имеет как бы два вида. То есть это мы защищаемся не только от инфекций, передающихся половым путем, но и мы защищаемся как бы от нежелательной беременности. То есть здесь такой. Помимо этого есть еще внутриматочные кольца, есть много пластырей современных, да? Вот. Они тоже защищают на 97-98%. Угу. А вот что касается как раз-таки контрацепции от ЗПП, да, не от беременности, презерватив. Да, единственный мужской, способ. Так и женский. Да, это многие, кстати, не знают, что женские есть презервативы. Об да, этом есть. Немножко? Нет, ну... Что они существуют? Они существуют. И разные есть. То есть, опять же, если, допустим, молодые девочки, они чаще быстрее найдут в интернете, почитают быстрее, а более старший возраст может и не знать об этом, потому что всегда считают, что есть только один способ — это презервативы. А молодежь очень даже хорошо информирована в этом плане. Вот с точки зрения как раз защиты от заболеваний, передающихся половым путем, ну, понятно, презерватив. Но если случилось так, что произошел незащищенный половой акт, первые действия какие должны быть у девушки и у молодого человека? Ну, в таких случаях, значит, есть, ну, в плане защиты инфекций, передающихся половым путем, то в таком случае, конечно, нужно обратиться к специалисту. Вот на какой день, например? Здесь по-разному. Вот, да. Здесь по-разному. Значит, можно таким образом использовать средства, спермициды. Есть специальный мироместин, которым мы часто пользуемся, да. То есть, ну, я не буду, наверное, рассказывать, как им использовать, да. То есть в инструкции написано. То есть конкретно вот именно касаемо, что дают прямой, то есть непосредственные. Вот основное. А если уже потом сдавать, если появляются какие-то симптомы, то мы должны обратиться к гинекологу, потому что заболевания разные, у всех инкубационный период разный. Гонорея, он проявляется очень быстро, то есть в течение недели может уже проявляться какие-то признаки, то есть какие-то симптомы появились. Трихомонады тоже быстро проявляются, да. Но опять же мы сказали, что есть, которые протекают бессимптомно, поэтому здесь с учетом можно сдать сразу вот мазочки, да, избегая это уже через неделю можно сдать. А потом уже сдавать на другие инфекции, передающиеся половым. А здесь можно уже пройти через месяц. Да? Я да, прошу прощения, я почему спросил, да, чтобы понимание было вот и у тех, кто не будет читать интернет, а смотрит только нас, что бежать анализы и сдавать на следующий день тоже не надо. Да, потому что и ВИЧ-СПИД имеет инкубационный период достаточно длительный, там серонегативное окно может быть и до 6 месяцев, а может и дольше. И поэтому будь уверенным, что ты на следующий день побежал, сдал анализ, у тебя все хорошо, это еще не значит, что у тебя все хорошо. Да, здесь нужно все-таки выждать время. Для экстренности мы используем вот эти средства, антисептики. Тут же, вот, опять же сказали, мироместин. А лучше уж обратиться через неделю уже для сдачи мазков. Вот по поводу ВИЧ. Все-таки это серьезное заболевание, и какая защита есть от него? Да, ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, конечно, это является очень серьезным заболеванием в нашем 21 веке, когда мы живем очень активно, прогрессивно. А про заболевание мы знаем достаточно уже давно. То есть единственный путь защиты от ВИЧ — это иметь одного полового партнера. Если половой партнер зараженный ВИЧ уже или состоит на учете, в таких случаях обязательно безопасный секс с применением презервативов.
Пути передачи ВИЧ, их три. Это половой путь, трансмиссивный, через кровь. Чаще у наркоманов может быть при использовании одного шприца на несколько человек. Да? И третий путь — это от матери к ребеночку, когда мать не пролеченная и может скармливать ребенка грудным молоком. Грудное скармливание — это противопоказание для женщин, болеющих ВИЧ. Мгм. Вот на современном этапе какой путь все-таки преобладает? Половой или... Половой. Мгм. Половой путь передачи. А как, ну, с учетом того, что вы работаете в центре СПИД, вот как часто к вам обращаются девушки, которые уже беременны и с диагнозом ВИЧ-положительный? По Российской Федерации Мгм. есть, конечно, случаев много, когда заражаются, да, женщины, а женщины беременеют. Есть женщины, которые сами болеют, беременеют. Есть также женщины, которые забеременели от половых партнеров, которые заражены ВИЧ-инфекцией. В таких случаях женщина наблюдается, конечно, в специализированной поликлинике, в данном случае в СПИД-центрах. Назначается определенное лечение, это строго антиретровирусная терапия. Назначается она по схеме. В таких случаях, помимо поликлиники, женщина наблюдается обязательно в СПИД-центре, сдают в течение всей беременности анализы. Ну, там определенный период идет, да, то есть вызываются в определенные триместры беременности. И профилактика всегда проводится во время родов. И потом уже, допустим, назначается еще и ребеночку лекарственные препараты. Такие случаи в Российской Федерации есть. Дети, рожденные от ВИЧ-матерей, от ВИЧ-позитивных матерей. А вот из заболеваний, передающихся половым путем, чаще всего обращаются к вам с какими? Чаще заболевания обращаются, в принципе, много молодых женщин. Угу. И здесь чаще бывает не одна инфекция, а чаще бывает сочетанная, то есть микс-инфекция. К сожалению, опять же, на первом месте это хламидийная инфекция. Она бывает в сочетании с трихомонадной инфекцией, она может быть в сочетании с микоплазменной инфекцией. Вот. Ну, такие женщины остаются у нас на лечении, обязательно с контролем повторных анализов. Ну, это все дело. А поддается ли лечению заболеваний, передающихся половым путем? Ну, за исключением ВИЧ, конечно. Да. Ну, так, чтобы полностью избавиться от паразита. Или потом повторный... Лечение, все инфекции, которые передаются половым путем, они подвергаются антибактериальному лечению. И помимо этого мы назначаем иммунопрепараты для улучшения иммунитета. Поэтому при правильном лечении, при лечении полового партнера можно достичь выздоровления. Реже бывает так, что вирусы, они не поддаются лечению. Но здесь идет тоже специфическая поддерживающая терапия. То есть такие женщины, которые являются носителями вируса простого герпеса, цитомегаловирусной инфекции, нет конкретного специфического лечения, здесь идет поддерживающая терапия, то есть назначение определенных свеч для повышения иммунитета. Да? Ну, и если у женщины хороший иммунитет, то они могут находиться в спящем состоянии, как мы обычно говорим, объясняем. Вот нужно ли лечить, если просто носительство, без каких-либо симптомов? Если бессимптомно, то нет смысла лечить. Угу. То есть в данном случае будет только носителем, но Да. при этом он может быть заразен. Но в таких случаях, если он... Вот как быть? Ну, допустим, молодой человек носитель, симптомов никаких нет, у девушки пока все отрицательно. Ну или наоборот. Ну, в таких случаях сдают оба анализа, Угу. посмотрели. А есть еще, помимо того, что мы взяли на половые анализы, да, то есть это тот же, опять же, ПЦР-анализ, можно сдать еще дополнительно на кровь на ИФА и определить, допустим, там титры. Если, допустим, титры могут быть высокими, в таких случаях подлежат лечению. Конечно, нужно подходить к этому, опять же, комплексно, если пара планирует беременность. Да, чтобы потом не было проблем при беременности, потому что все-таки эти инфекции, вирусы, они при беременности могут спровоцировать преждевременные роды, спровоцировать фетоплацентарную недостаточность, ну и другие осложнения беременности.
Поэтому береги честь с молоду и здоровье Здоровье особенно. с молода. Я всегда так говорю. Мгм. Хочется сказать спасибо большое, что сегодня нашли время, подошли в нашу студию. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что в студии у нас была врач-акушер-гинеколог Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Галина Анатольевна Сизых. И мы говорили на тему, которую раньше особо не освещали, но тем не менее освещать надо было. Это и заболевания, передающиеся половым путем, и половое воспитание, о том, как правильно предохраняться, чтобы в последующем не было проблем, связанных со здоровьем как женским, так, собственно говоря, и мужским, и приводящие и к рискам бесплодия. Еще раз спасибо большое и за вашу работу, в том числе, очень нужную и важную в наше время. Спасибо. Спасибо большое, телезрители, что были сегодня вместе с нами. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Якутия в деталях. Мой доктор». Программа подошла к концу. Смотрите по будням в 19:15. Также повтор на канале «Якутия-24» и в социальных сетях. Мы рассказываем обо всем в деталях, в том числе о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Будьте здоровы, не болейте. До свидания.